Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях эксперт по законодательству о правах коренных малочисленных народов Севера Михаил Тодышев. Михаил Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как бы вы оценили роль региональных парламентов, в том числе и нашего ГИЛ-ТУМЭН, в формировании законодательной базы по вопросам коренных малочисленных народов? Ну, прежде всего, хотел бы поблагодарить депутатов нашего Государственного собрания ГИЛ-ТУМЭН за ту активную работу, которая проводится именно на федеральном уровне. И таких примеров достаточно много. Можно привести работу над последним проектом о государственной поддержке предпринимательства в арктической зоне, когда благодаря активной деятельности нашего ГИЛ-ТУМЭНа, прежде всего, и депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, представителей от Республики Саха-Якутия, в этом законе были убраны, скажем так, те нормы, 2 или 3 статьи, которые ухудшали положение, да? И появилась статья 28, закрепившая очень важные для коренных малочисленных народов положения. Это прежде всего о разработке и принятии стандарта ответственности резидентов арктической зоны во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами. Это разработка государственной программы поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Это только один пример из многих других, поэтому еще раз хочу поблагодарить ГИЛ-ТУМЭН и депутатов, и представителей, работающих от Республики Саха-Якутия на федеральном уровне. Я больше чем уверен, что эта работа обязательно будет продолжена. Использовать для всех. Минвостокразвития был утвержден стандарт социальной ответственности, это очень важно, недропользователей перед коренными малочисленными народами Севера. Как бы вы оценили этот шаг? Ну, прежде всего, это, я бы сказал так, важный документ, который создает правовую основу в целом для выработки эффективного механизма взаимоотношений коренных народов с с промышленными компаниями. И, конечно, мы ожидали большего. В проекте этого документа были заложены достаточно прогрессивные для России нормы, основанные на нормах международного права, и прежде всего принцип свободного предварительного осознанного согласия. Но даже тот вариант, который в несколько усеченном формате, он все равно создает основу для того, чтобы на региональном уровне можно было заключать уже соглашение. И, кстати, вот в связи с этим я сегодня в ходе общения со специалистами, экспертами и в парламенте, и вот в Министерстве по развитию Арктики рекомендовал, чтобы можно было уже как-то корректировать некоторые законы регионального уровня, но в частности закон о недропользовании, можно уже вот эти положения и стандарт ответственности переносить в наши региональные законы. Здесь опыт хороший, основа и закон об этнологической экспертизе. Здесь опыт создания территорий традиционного природопользования в Республике Саха-Якутия, есть и соответствующие законы и постановления правительства, регулирующие эти отношения. Поэтому надо эту базу совершенствовать и двигаться дальше. Но вот вы, как эксперт федерального уровня, приняли участие в круглом столе «Актуальные вопросы экологии и традиционного природопользования Сибири и Дальнего Востока». Расскажите, о чем обсуждалось и что можно еще сделать на законодательном уровне. Ну, прежде всего, я признателен организаторам за возможность участвовать в таком форуме. Моя компетенция – это проблемы, связанные с традиционным природопользованием, и я обратил внимание на те проблемы, о которых говорили выступающие участники. Да? Но прежде всего это касается приоритетного доступа, это право закреплено в законе о животном мире, но когда переходят наши охотники, скажем так, из числа коренных народов к реализации, к практической реализации этого права, не всегда это срабатывает, и также есть проблемы в праве безвозмездного пользования земельными участками, есть вопросы, которые не работают на стыке, в отношениях, которые находятся на стыке территории традиционного природопользования, сферы законодательства в рыболовстве, охота, лесные отношения и так далее. Я конкретно говорил о тех предложениях, которые можно
урегулировать путем внесения изменений как в федеральные законы, так и с помощью регионального нормотворчества. То есть конкретно нужно внести там ряд изменений в закон о территориях традиционного природопользования, посадить территории традиционного природопользования в ряд смежных отраслевых законов, чтобы не было вот этих вот конфликтов норм, и наши сородичи могли спокойно жить на своей земле, заниматься рыболовством, охотой, оленеводством и так далее. То есть надо создавать комфортные условия. Есть, допустим, такая проблема, как заключение охотхозяйственных соглашений. В соответствии с законом об охоте можно заключить такое охотхозяйственное соглашение без аукциона, да? Но надо заплатить вот этот разовый взнос, да? Есть там определенные расценки, и, к сожалению, для многих общин это неподъемная сумма, поэтому я просто рекомендую как-то правительству и руководству республики внимательно посмотреть на этот вопрос. И главное для нас закрепить людей, оставить их, пусть они охотятся, живут в тундре там, и так далее, нежели их потом просто заберут у них охотничьи угодья. И что? Выставят снова на аукцион, придут там богатые люди, и боюсь, что никто из наших местных охотпользователей так и не сможет победить на таких аукционах. Поэтому нужно либо помочь этим людям произвести такой разовый платеж и закрепить за собой охотничьи угодья, либо выводить эти охотничьи угодья из состава закрепленных, а переводить в охотничьи угодья общего пользования. Ну, это как бы один такой вопрос. Там были вопросы и по закону о животном мире, о рыболовстве, о территориях традиционного природопользования, безвозмездное пользование связано с лесным кодексом. В общем, работы много, и вот в течение вчерашнего и сегодняшнего дня у меня было несколько встреч, и выдал конкретные рекомендации, как можно организовать такую совместную работу на федеральном уровне, и что можно сделать, вот уже внеся какие-то точечные изменения в региональные законы. Здесь создана достаточно хорошая правовая база, и в этом опять-таки заслуга и наших депутатов Филтумена, да, и, конечно, представителей, специалистов, руководителей профильного министерства и правительства. Ну, давайте поговорим о законе об обязательной этнологической экспертизе, которую вы упомянули. Как бы вы вообще оценили эту законодательную инициативу? Есть ли уже какие-то положительные примеры действия этого закона у нас в республике или где-то в других субъектах Российской Федерации? Ну, прежде всего, закон об этнологической экспертизе, принятый в Республике Саха-Якутия в 2010 году, я скажу, это уникальный опыт для России. Это единственный регион с таким опытом, и, как я вчера слышал из выступления заместителя министра по делам Арктики и коренных малочисленных народов, проведено, я сейчас не помню, боюсь ошибиться, но либо 23, либо 26 уже этнологических экспертиз, и в некоторых случаях принимались и решения как бы отрицательного плана. Да. Это практическая реализация принципа, общепризнанного принципа нового, свободного предварительного осознанного согласия. И в этом случае, в случае, когда эксперты подсчитывают объем вот этих убытков людям, которым наносится ущерб исконной среде их обитания, выплачиваются соответствующие компенсации. Тем более, что на сегодняшний день у нас есть постановление правительства, которым утвержден порядок осуществления вот этих самых возмещения убытков в тех случаях, когда он наносится. И здесь есть некая, скажем так, корреляция, но в то же время и некоторое разночтение. Но этот опыт Республики Саха-Якутия, я скажу, что он является таким хорошим образцом для подражания для других регионов. Но все-таки с промышленным освоением Арктики, которое уже началось, скажем так, и затрагивает в том числе и нашу республику, и коренные народы севера проживающие, там очень много вопросов, даже опасений звучит по поводу ухудшения экологической ситуации, может быть, где-то в макрорегионах. Какие-то, может быть, законодательные инициативы в настоящее время в этом отношении поступали и разрабатываются? Да, безусловно, вот в условиях реализации тех мегапроектов, которые уже давно, скажем так, перешли из планов в плоскость практической реализации, очень важно разработать, я имею в виду органов власти прежде всего, четкие прозрачные правила игры, понятные прежде всего недропользователям и тем инвесторам, которые заходят на территорию Якутии. И очень важно, чтобы в этих правилах игры в первую очередь отдавался приоритет и обеспокоенность за состояние, чтобы традиционного образа жизни, чтобы коренные малочисленные народы не были ущемлены в
этом плане. И для этого, еще раз говорю, в республике наработан хороший опыт, создана правовая база, есть закон об этнологической экспертизе, есть закон и постановление правительства в отношении территорий традиционного природопользования. Создано уже 62 территории традиционного природопользования. Нужно наполнять реальным содержанием вот эти понятия и, скажем так, доработать еще, вот, на мой взгляд, было бы неплохо доработать закон о недропользовании с тем, чтобы там прописать возможность заключения вот этих соглашений, о которых речь идет в этом самом стандарте ответственности уже. Да, это уже составная часть правового поля России, и у наших депутатов регионального парламента есть все необходимые основания для проведения такой работы. А в будущем, ну, просто рекомендую посмотреть поработать над созданием такого эффективного механизма взаимоотношений между коренными народами и промышленными компаниями с учетом последних, скажем так, наработок на международном уровне. Есть процесс по устойчивому развитию, да? Есть процесс реализации целей тысячелетия. Это опять-таки вопросы устойчивого развития. Есть вопросы осуществления бизнеса и предпринимательства в аспекте прав человека. Есть положение Декларации ООН о правах коренных народов. Вот этими документами прежде всего должны руководствоваться инвесторы, заходящие на территорию Республики Саха-Якутия, и внимательно относиться к нуждам и чаяниям наших коренных малочисленных народов. Около четверти территории нашей республики там особо охраняемые природные зоны, на которых в том числе проживают и коренные малочисленные народы. Вот именно в этой сфере какие-то изменения ожидаются или нет? Ну вот как раз вчера у нас на круглом столе выступал и министр экологии и природопользования, я не помню, как называется полное название министерства, и он говорил о той самой системе особо охраняемых природных территорий, которая создана в республике Саха-Якутия. Ну, у меня возник такой вопрос, где можно было бы посмотреть на эту карту, да, где вот есть обозначены нанесены все особо охраняемые природные территории, да, и на нее наложить карту тех самых территорий традиционного природопользования, их 62, как я говорил, да, и посмотреть, как они, насколько они либо одна на другую налагаются, либо они вот находятся рядом и взаимно дополняют друг друга. Дело в том, что особо охраняемые природные территории, берем федерального значения, это национальные парки и заповедники, да, и ТТП, территории традиционного природопользования. Если заповедники и национальные парки имеют статус особо охраняемых природных территорий, да, по статусу они выше, и там обязательно существуют и запреты устанавливаются, в том числе на осуществление хозяйственной деятельности. Но есть и ограничения. Правовой режим ТТП, он немножко пониже, послабее, да, но без запретов, да, но есть ограничения на осуществление нетрадиционной хозяйственной деятельности. Если мы вокруг вот этих ОПТ федерального значения будем создавать территории традиционного природопользования, то ТТП будут выполнять в данном случае функцию такого буферной охранной зоны, дополнительная охранная зона, но это в целом работает на усиление охраны природы, на сбережение лесов и других природных ресурсов. Это в целом работает на интересы всего населения республики. Михаил Анатольевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был эксперт по законодательству о правах коренных малочисленных народов Севера Михаил Тодышев. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. И не забывайте дезинфицировать руки. До встречи в эфире.